с этим зданием связано очень много стереотипов. Это здание Сухумского морга. Многие люди считают, что здесь занимаются только вскрытием и обработкой трупов. На самом деле судмедэксперты участвуют в серьезных уголовных делах, таких как изнасилование, попытка убийств, избиение. Судмедэксперты должны выносить свое медицинское мнение, которое впоследствии должно учитываться в суде. О стереотипах в работе судмедэкспертов, а также проблемах, с которыми в будущем могут здесь столкнуться, поговорим в сегодняшней программе. Невозможно привыкнуть к этому, и к запаху невозможно привыкнуть, и к человеческой трагедии тоже невозможно привыкнуть. Бывает, травмы наносят друг другу. Вот просто в обычной больнице не могут это сделать или обязательно все равно к вам должны прийти? Нет, в обычной больнице они там оказывают помощь, оценивает степень тяжести всего, что произошло, оценивает судебно-медицинский эксперт. Первая задача судебно-медицинского эксперта – это установить причину смерти. Может, это смерть насильственная, может, это смерть естественная, и может быть, это смерть насильственно-криминальная смерть. Может, чтобы за его смертью не скрывалось какое-то преступление. И часто бывает, что человек вот вроде умер, а получается, что насильственная смерть, там его или отравили, или он сам отравился. Там. В ходе предварительного расследования фактические обстоятельства совершенного преступления устанавливаются путем сбора доказательств. Одним из весомых доказательств в уголовном деле, как на предварительном следствии, так и в суде, является заключение экспертизы, и в том числе судебно-медицинской. Судебно-медицинская экспертиза в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства производится по всем уголовным делам в случае необходимости установления причины смерти, характера и степени вреда здоровью причиненного и в иных случаях прямо предусмотренных законом. Что если эти темные пятна на рентгеновском снимке – это и есть частица гравия? Это означает, что она была убита не там, где ее нашли. Да, но доказать мы по рентгеновским снимкам это не можем. Нам нужно осмотреть труп. Для этого придется тело эксгумировать. Это что за хрень? Это не хрень, это человеческая рука. Стас, ну я же просила ждать меня там. Это все настоящее? Мы идентифицируем личности по останкам. Область медицины, судебная медицина, она очень интересная, познавательная, и где можно найти истину. Там бывают всякие случаи, и заболевания, и травмы, и преступления, все это вместе. И в области любой медицины судебно-медицинский эксперт должен иметь определенные знания для того, чтобы производить свою деятельность. Ну, он, получается, должен быть выше на голову, чем обычный врач. Потому что он должен быть и там, гастроэнтерологом, и хирургом, ну да, и если судебно-медицинский эксперт, он должен в любой области медицины должен иметь определенные знания, потому что иногда приходится сталкиваться с материалами дела, которые с историей болезни, которые приносят, и уже ты должен определить, там, было ли правильное лечение, было ли своевременно оказана медицинская помощь врачами. И для того, чтобы все это знать и на все вопросы, которые возникают в правоохранительных органах, судебно-медицинский эксперт должен ответить. И, естественно, должна быть квалификация судебного медика во всех областях медицины. Вопиющее было это после войны, через где-то примерно или месяц, или около года прошло, было в Адышах убийство 17 человек, и в 3 местах были
ну, трупы располагались, их еще и сожгли. Вот. И среди них туда попал 4-летний ребенок. Это после войны, это какие-то террористы? Нет, это не террористы, это там такая группа была там совместная, и казаки, и с Северного Кавказа были, и местные были, там целая группа такая была. Вот это в Одыши, ну, там, когда греки, которые остались, там вот и греки были, и армяне попали туда, и абхазцы, они просто приехали туда, вот, и там вот такое происшествие. Ну, причина я точно не могу сказать, это правоохранительные органы занимались этим, и было убито 17 человек, вот в 3 местах они, в 3 домах как бы располагались, и они были сожжены еще, частично обгоревшие трупы были, потом были задержаны, которые обвинялись в этом, ну, а дальнейшая судьба там их, что и суд был, и им дали сроки там различные. Случайно узнала о том, что в Минюсте есть такая служба, которая занимается вещественными доказательствами, такой биологической экспертизой вы занимаетесь здесь. Расскажите подробнее, какое вы отношение имеете к судебной медицине? Вы знаете, не только вы случайно о ней узнаете, многие вообще не понимают, что у нас такое есть в нашей республике. Мы проводим такие исследования, которые являются именно доказательными для расследования преступлений. Мы прямые помощники следствия. Вот я говорю мы, но я, в принципе, одна в этом отделе. А остальные наши отделы тоже работают также на доказательную базу. Что и делаю именно я. Значит, следствие назначает, в следствии происходят какие-то, допустим, ну, произошло преступление. Разбой, убийство, допустим, изнасилование, все. Все, что находится на месте преступления, изымает эксперт. Вещи, которые имеют какую-то доказательную базу для расследования. Значит, они могут либо полностью эту вещь изъять, либо какие-то вырезки сделать и назначить мне. Допустим, пятна крови, волосы очень часто на шапках-масках изымаются, но мне не надо их изымать, мне нужна сама шапка-маска, дальше я уже сама работаю, исследую под микроскопом, смотрю, чьи это могут быть волосы, человека или животного. Не, любой, можете мой. Давайте ваш волос. Чуть-чуть состригу, потому что темный волос удобнее. Давайте на свет чуть-чуть. Это вот идеальный мой волос. Что вы обо мне можете сказать? Сейчас посмотрим. Ну, давайте, даже я могу. Давайте капайте вазелином вот так. Капельку можете туда взять и сюда капнуть. Можете не притрагиваться. Все. Молодец. Дальше, сейчас, секундочку, дам вот это вот покровное стекло сверху. Все, готово? Да. Теперь можем смотреть. Да. Сейчас я уже посмотрю. Настрою, чтобы вы его увидели. Вот сейчас отверните. Вы видите под таким увеличением. Четко, если не видите, вот это можете покрутить. Вот этот вот рычажок. Куда? Это палочка деревянная. Вот эта деревянная палочка. Это малое увеличение. На нем мы можем увидеть пигмент. Здесь что вы можете еще увидеть? Сейчас объясню. В каждом волосе бывает есть сердцевина, нет. Вот я когда описываю волосы, допустим, подозреваемого и образцы с головы, сравниваете? Да, надо же сравнить. Вот именно они думают, да, что там в волосах можно увидеть? Очень много всего. Скопления пигмента могут быть очень различные. Именно по скоплению, по цвету, по характеру коркового вещества, по зубцам. Можно просто даже вот под микроскопом отличить волосы и сказать, у кого какой. Если есть подозреваемый, допустим, я сравниваю с образцами волос, которые мне уже предоставляет следствие. Со следствием мы постоянно на связи, и они задают вопросы, допустим, спрашивают, как можно, уточняют, какие именно вопросы вас интересуют. Ну, нам главное раскрыть, понять, кто преступник, кого можно отпустить. Вот это основная вот такая вот задача. Смотри, тут какие-то темные пятна между трехгранной и головчатой костями. Скорее всего, фрагменты кости сместились из-за удара монтировкой. Значит так, нужно установить, что это за пятна. Было убийство, в машине нашли волосы. Женские волосы, да. Там еще были волосы, попались, шуба, видимо, была, потому что это были волосы уже не с головы человека.
Да, были, вот тогда я помню, исследование волос было у меня. Было очень такое объемное исследование на самом деле. Там было очень несколько подозреваемых, ну, мне приходилось очень много всего там сравнивать. И действительно, ну, такой обыватель, он не поймет, для чего вообще эта экспертиза нужна. Но она очень хорошую такую доказательную ценность имеет. По последнему делу Анзора Тарпа, да, шумевшему делу, да. Человек, который был задержан, находился в стенах МВД, умер. Факт его смерти был установлен вами. Да. Виновных нет, получается. Да, может, это, ну, как бы преднамеренное убийство не было, можно было убийство по неосторожности. Были причинены ему телесные повреждения, которые потом привели к смерти. Управление уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Абхазия, по которому Сухумским городским судом вынесен оправдательный приговор, в ходе расследования данного дела были проведены судебно-медицинская экспертиза в отношении Попова и в отношении Тарба. И по результатам этих экспертиз значение для органа расследования имел вывод эксперта о том, что характер причиненных телесных повреждений был идентичен, то есть лица, которые причиняли данные телесные повреждения, как Попова, так и Тарба, это были одни и те же лица. Характерным были повреждения, обнаруженные в области ягодицы и бедер указанных лиц. По результатам экспертизы в отношении Попова было установлено, что это были повреждения средней степени тяжести, причинившие вред здоровью. В отношении Тарба судебно-медицинский эксперт дал заключение, что все эти повреждения в совокупности привели к тому, что от полученного болевого и травматического шока наступила смерть Тарба. Детали экспертизы, если вспомнить, ваша экспертиза же, да? Да. Там было сказано о том, что от болевого шока... Геморрагический шок – это шок от кровопотери. Но моя сторона медицина, я помогаю следственным органам в решении вопросов медицинского характера. Вот. Но мое заключение, которое, например, я выдаю им, они могут, закон имеет, они имеют право, например, взять во внимание или не взять во внимание мое заключение или мои выводы. Вот. Ну, это вопрос, наверное, к законодателям и к совершенству там УПК или УК. Геннадий Харитонович, когда вот дела об изнасиловании, да, и вот в таких делах разбираться, были же случаи, когда есть тех, кого наказали. Не буду вдаваться в подробности этих уголовных дел, но тем не менее, вот вы давление со стороны родственников, давление со стороны общества ощущаете вот это, когда в таких серьезных уголовных делах? Ну, естественно, давление есть, мы все люди, мы все люди, мы все это прекрасно понимаем, есть давление, есть и, если говорить уже даже не просто об изнасиловании, даже о том, ну, у нас менталитет, сами знаете, вот девушка вышла замуж, и претензии насчет целомудрия ее приходят и начинает там спрашивать. Да, бывает. Вот это вот амбулатория, вот это где ведется прием живых лиц. Вот тут же и смотрим людей, которые получили травмы во время там, ДТП, во время бытовой ссоры, там, во время небытовой тоже ссоры, там, во время разборок так называемых. Вот. И люди получают увечья, травмы, и они приходят, я их смотрю,
И это называется судебно-медицинское свидетельствование живого лица. Я с людьми не работаю, я работаю только с вещественными доказательствами. Вот, пожалуйста, вещдоки можно увидеть. Это из того, что сейчас осталось, то, что работы много, а экспертов не так много в лице меня. И получается, очень часто бывает следствие очень, тяжело ждать, экспертиза затягивается не потому, что я это тяну, потому что кому-то надо быстренько, это все исследовать, кому-то надо какие-то вещественные доказательства у меня забрать и отправить в Российскую Федерацию, то, чего я не делаю. Вот, допустим, исследование по ДНК, которое более 99%. Я могу только сказать, что группа в Пятне в этом может принадлежать, совпадать по группе с группой крови подозреваемого. Но я не говорю 100%, что это он сделал. Я говорю, что по групповой принадлежности... Это установить невозможно. Нет, это только ДНК. Биология этого не делает. Я могу только исключить, что этот человек не причастен. Вот. Но если они совпали по групповой принадлежности, дальше, конечно, уже нужно назначать генетическую экспертизу. Но чаще всего у нас же дело следствия. Следователи больше работая, опрашивая подозреваемый круг лиц, они могут уже точно установить. А наша работа — это уже более точно доказать, мог ли, допустим, тот или иной человек уже быть на месте преступления. 18 лет вы здесь работаете? 18 лет, тихо, спокойно. Видите, вот вы не знали. Это даже удивительно, что кто-то узнал. Многие вообще понятия не имеют, куда мы ходим на работу и что мы тут делаем. Судебная экспертиза, суд думает, что это все одно. Нет. Это интересная работа, да. А в чем сложности в этой работе? Сложности всегда есть. Видите, вот устаревшая аппаратура. Да, на вид она может быть и не устаревшая. Это советского образца аппаратура. Они работают очень даже хорошо, как часы, но внешний облик у них такой непрезентабельный. Но для меня это не сложность. Я училась в Советском Союзе и работаю на всем вот таком вот советском. В прошлом месяце Верховным судом Республики Абхазия был вынесен обвинительный приговор в отношении Хварцки, который обвинялся в совершении умышленного убийства двух лиц с особой жестокостью, сопряженное с разбоем. Дело расследовалось 11 месяцев, и длительный срок расследования был связан именно с проведением дополнительной судебно-медицинской экспертизы, гистологического исследования в экспертном учреждении на территории Российской Федерации. Тела захоронены в верхнем слое почвы на расстоянии около 5 метров друг от друга. Первая жертва – женщина, возраст от 19 до 25 лет, черепно-мозговая травма. Была захоронена лицом вниз около 5 лет назад. Данная экспертиза нужна была, потому что на территории Абхазии судебно-медицинский эксперт установил все повреждения, которые были причинены. Однако после пожара были, обуглены тела, и с достаточной точностью сказать, что смерть наступила именно до пожара, представлялась сложность категорично ответ дать на эти вопросы. Поэтому и дополнительная экспертиза была проведена и воссоздала картину. И хотелось бы отметить, что все выводы наших экспертов, они подтвердились и на территории Российской Федерации. Вы историю каждого дела знаете? Да, обстоятельства дела мне же назначается, постановление, там все пишется, что происходило, когда, по времени, по минутам, где что было изъято, какое вещественное доказательство, откуда именно. Все там указывается. Да. И поэтому иногда даже не хочется в это вчитываться и понимать, что настолько... Потому что если начинаешь в это вникать, потом с работы это потом очень... Мешает. Психологически очень сложно, потому что когда ты видишь, что возможно, что происходит, это очень... Позапрошлый год очень много было изнасилований именно детей, покушений на изнасилование. Это вообще вопиющие факты. У меня дети еще когда в школе учились, я и в группах им писала: будьте осторожны родителям, имейте в виду, где ходят ваши дети, вы же должны знать, вы понимаете, с кем они контактируют. Да, пожилой, взрослый человек, но это тоже человек, которого ты не знаешь, что у него в голове. Они говорят: откуда ты это знаешь? Я не могу сказать, что я работаю там-то, озвучивать много чего, мы же этого тоже не делаем, это какая-то этика есть. Привлекаю также я для консультаций хирургов, и травматологов, и урологов, и фтизиатров, любой специальности, которая мне необходима. У меня положение дает такое право, я приглашаю узких специалистов, и мы уже совместно выдаем заключение. Иногда бывают такие случаи, когда
подозреваемый не хочет давать свою группу крови, допустим, кровь, чтобы у него изъяли, он сопротивляется, вы там что-то подделаете, что-то не то, и тогда они просят, пусть сам лично эксперт придет и у меня возьмет кровь. Вот на такие они соглашаются, мне приходится, я вообще это не должна делать, но я лично еду и изымаю у них кровь в пробирочку и дальше работаю. Я ему объясняю, для чего это надо, для чего вам наша кровь. Это все для сравнения с теми образцами в пятнах. Вот и все. Когда доносишь до человека все, и тот же преступник, может, он вообще не преступник, он подозреваемый, правильно? Вот и все. А много ли вот у вас дел вот через вас проходит? Все дела, все уголовные дела по Абхазии, проходящие, где есть, изымаются, где есть кровь, где хотя бы царапина была, если следователь считает нужным назначить, все проходят вот через вот этот кабинет. И люди думают, что группа есть только у крови. Также группа есть у спермы, у волоса, у слюны. И получается, если где какое-то пятно оставлено, мы в нем выделяем группу, зная группу крови этого человека, а на вещдоке, допустим, у нас его крови нету, но мы знаем, что пятно такой-то группы. Они думают, да, ничего. В Гагарском районе, в Сухумском районе в прокуратуре расследуются уголовные дела против половой свободы, и судебно-медицинская экспертиза дала нам результаты, что имеется, значит, факт изнасилования лица, но для того, чтобы идентифицировать обнаруженные биологические следы с конкретным лицом, мы назначаем вот генно-идентификационную экспертизу также на территории Российской Федерации. Кроме того, в Следственном управлении Генеральной прокуратуры вот расследуются уголовные дела, тоже сроки расследования затянулись, и связано это с тем, что именно генетические экспертизы назначены и проводятся на территории России. Морг делает молоко, это из-за того, что у нас вредное производство, мы с трупным ядом сталкиваемся, и потом с другими всякими неизвестными, известными всякими болезнями можем столкнуться, и сотрудникам в качестве компенсации дают вот молоко для того, чтобы как бы очищать организм. Ну, это вот при советской власти было. Ну, да, и сейчас советская практика до сих пор сохранилась, да, у вас здесь получается. Да, ну, Советский Союз, это если, вот мое мнение, если кто-то в мире более-менее нормальное государство построил, более-менее справедливое государство, это был там Советский Союз, а все остальное там... Пытаются повторить, да, вы думаете? Да, а если кто кто вам это присылает? Это мы сами берем на складе, а финансирует Министерство здравоохранения. Вот, есть вот специальная статья. Расходов на молоко? Да, на молоко. Ну, на продукты, обычно это вот молоко. А вы сотрудникам распределяете, да? Да, всем сотрудникам в зависимости от числа дней, трудодней и распределяется. Очень часто я встречаю, говорят, вот медики убили, там залечили, замучили, там зарезали, если дело хирургии, или там, если дело идет разговор о роддоме, тоже там вот ребенка убили, там неправильно лечили и так далее. Для того, чтобы установить истину, первым долгом надо произвести вскрытие и определить непосредственную причину смерти. Вот когда будет причина смерти известна, вот тогда уже можно кого-то обвинять там, или оправдывать. Я никого не оправдываю, никого не обвиняю. Я не судья и этого не собираюсь делать. Но по роду профессии, для того, чтобы я сказал, была ли там врачебная ошибка, или было это заболевание, или была это травма, несовместимая с жизнью, я должен произвести судебно-медицинское вскрытие для того, чтобы определить непосредственную причину смерти. У нас народ такой, что вот они не хотят вскрытия. Как только услышат, что это вскрытие, они сразу становятся на дыбы, мы нет, ничего не хотим, а все-таки хотят знать правду. Почему такое? Вот такое отношение, потому что, сейчас, может быть, немножко будет там получше, но все зависит от того, что, потому что
Очень много приходят люди, когда привозят сюда, а потом я им объясняю, что я вам не могу выдать свидетельство о смерти, потому что нет у меня причины смерти. Вот. Но большую роль в этом играют те, которые вот в это время находятся у человека, который потерял там близкого. Они начинают его поджуживать, подтрунивать. Если даже его можно уговорить на какое-то там хотя бы частичное вскрытие или на полное вскрытие, а окружающие не дают этому делать из-за того, что вот зачем тебе это, и так и уже известно, и все. А потом... Да. Я не знаю, это никакого издевательства над трупом нет, это исследование. В действительности у нас родственники скептически к этому относятся, может, с нашей ментальностью это связано, отказываются от вскрытия трупа. А если судебно-медицинский эксперт не произвел вскрытие трупа, мы не можем в категоричной форме сказать, что явилось причиной смерти. И, конечно же, сталкиваются с сложностями при расследовании данных преступлений. Вы интересную фразу сказали про маленькое кладбище, которое есть у каждого врача. Да, каждый врач знает, и нас учили так, что у любого практикующего врача есть свое маленькое кладбище. Но я вас уверяю, еще раз говорю, что это врач намеренно это кладбище свое не расширяет. Он пытается его уменьшить и сделать все возможное для того, чтобы вылечить больного или помочь в его страдании. Мы начали с вами немножко о проблеме тоже говорить. Да. Вот коллеги, которые к вам приезжали, вы говорите, они удивлялись, что это еще у нас Да. хорошие условия работы. Да, да. Что они имели в виду? Они имели в виду, что в секционном зале нет запаха специфического, который должен быть. Мы обрабатываем все это, делаем санитарную обработку, включаем ультрафиолет, обезвреживаем после того, как произошло вскрытие, все. Но сегодня вот запах такой стоял, потому что мы час-полтора тому назад выдали труп, который был уже в гнилостном состоянии. Вот это бомж, и спасибо там домоуправлению, взяли его и захоронят его. А так остаются незатребованные трупы, не захороненные, потом своими силами мы начинаем, есть определенное место, слава богу, сейчас Сухумский район нам выделил место, и всех незатребованных, не взятых, даже есть у кого родственники есть, но они не могут их забрать, и тех тоже государство хоронит, за счет государства производится захоронение. Которые думают, что докторы, ты иногда, говорит, ты выдавали клятву Гиппократа и все остальное. В этом случае люди забывают, что мы тоже человеки, мы тоже люди, и нам тоже нужен отдых и внимание и так далее. Семья смирилась, и народу обращение такое, пусть они ценят труд медиков. Как чуть что мы оказываемся всегда крайними, а чуть что, не дай бог, какое-то там горе случилось, какая-то травма или заболел, все равно все бегут к медикам. Всегда есть те, кто и помогает, и бахвалит. Мы на больных не обижаемся. Да, как вы сказали, правильно, издержки вашей работы. Да. А по поводу вашей профессии, это же если там в хирургию, в другие какие-то узкие специальности больше идут люди, а в судебную медицину таких специалистов-то единицы по Абхазии? Это дефицит судебных медиков, это не только в Абхазии, это во всем бывшем Советском Союзе было, и за рубежом есть, это дефицитная специальность считается. Молодые кадры в любой профессии, они нужны, смена поколений, кто дальше будет работать, надо всегда смотреть в будущее. Здесь, в этой сфере, есть же такая серьезная проблема? Проблема, она существует. После войны я практически один был на территории Абхазии.
Только в Гальском районе одна уже пожилая была женщина. Но сейчас на данном этапе я вопрос ставил всегда перед Министерством здравоохранения, после войны сразу и все. Но это специфическое такое отдел медицины, раздел медицины, так будем говорить, и не каждый врач хочет этим заниматься. Есть один молодой, вот, в Гаграх есть у меня эксперт, в Кулрыбском районе есть эксперт, и вот я, это эксперт-анатологи, который занимается и вскрытием, и приемом живых лиц. Ну, есть у меня в лаборатории биолог, вот, и еще девочка-биолог тоже есть, но это вот мы ее готовили для того, чтобы генетическую лабораторию тут открыть, но до настоящего времени просто, сами знаете, бюджет государства и так скудный, ну, пока не удается. Ну, будем надеяться, не пойдет никто-то. Сами по собственному желанию, или надо заболеть этой профессией, или уже на вынужденном идти.